Ни один народ никогда не одерживал победу, чтобы так сказали. Вот давайте народ собрались, пошли и одержали победу или совершили революцию, что-то такое глобальное совершили. Для того, чтобы это произошло, нужен человек. В Великую Отечественную войну мы знаем, что все было переведено, все для победы, все для войны, для фронта. Так было сделано с первого дня начала Великой Отечественной войны, начиная от эвакуации там, заводов, фабрик и так далее и тому подобное. Это все расписано, все история знает. Сегодня мы говорим, что у нас под боком война идет, где применяются современные технологии, управляемые там, Россия управляет там, допустим, космическими этими аппаратами, которые в день один раз пролетают, а украинцы постоянно могут управлять своей армией в режиме онлайн, как говорят. Но в наших условиях что мы можем знать? Самое главное, первоочередные задачи. Мы сейчас не будем дублировать там деятельность Совета Безопасности. Я думаю, я далек от мысли, что они не обговорили бы эти вопросы. Первоочередные задачи, я думаю, что это дальнее обнаружение, ближнее обнаружение и оповещение населения. Для чего нужно оповестить население? Ну, какая-то часть там, допустим, она может укрыться даже, если мы почистим даже свои подземные переходы, там может какая-то часть укрыться, но другая часть, которая должна оказать противодействие этим беспилотным аппаратам. Вот что произошло там, мы видели, что там автоматическим оружием они сбили один беспилотник. Ну, не знаю, с какой стороны стреляли. Автоматическое оружие у наших только было. Да, они сбили этот аппарат. Мобилизационный вопрос первоочередной, в чем я вижу? Определить точки, определить, оповещение самое главное, определить точки, где наиболее можно прицельно стрелять в возвышенности. Но не будет, допустим, с берега моря бежать туда. Там находятся люди, этих людей озадачить, что в случае чего, дорогой, вот твоя точка, вот здесь, как вот делали, как в армии делают карточку огня, вот ты будешь стрелять вот в этом направлении, если будет лететь там, допустим, оттуда или оттуда, отсюда. Как карточку огня, как схему ведения боевого действия. У кого-то пулемет есть, у кого-то есть там автомат. Без этого невозможно оказать какое-то сопротивление. И вот эти вот вопросы, то, что мы сегодня, вот вы собрались здесь, это очень здорово. Не только здесь, во всех площадках уже надо кричать. Вот как Аслан Алексеевич говорит, Министерство обороны, чтобы ничего не делало, ничего не проводило, это неправильно. Командно-штабные, но с привлечением какой-то части резерва. Купили, обратно вернулись. С какой-то части резерва они проводят, но основная часть населения, вот сейчас вот у любого спроси, куда ему бежать, к какой точке сбора, где ему оказать сопротивление. Вот это все ему должно быть расписано. Вот эти первоочередные задачи. Рауль, Лолу, я надеюсь, что они уже обговаривали эти вопросы, но еще раз наше чаяние он доведет до людей, что вот эту схему отработать надо.
Самое главное – оповещение. И потом уже по точкам, это уже специалисты, ПВОшники есть у нас, слава богу. У нас очень грамотные, образованные ребята с высшим военным образованием, даже с наивысшим. И они определят, и мы будем уже действовать. Давайте 30 лет спим, хватит уже, просыпаться должны и что-то начинать делать.